армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері кез келген мемлекет үшін өзекті проблемалардың бірі. Барлық елдерде оның трансұлттық сипаты танылып, оған қарсы экономикалық, құқықтық және басқа да шаралар қолданылуда. Жыл сайын Transparency International халықаралық ұйымы әлем елдеріне сыбайлас жемқорлықты қабылдау рейтингтерін береді. Қазақстан да бұл рейтингте көрініп келеді. Здравствуйте, уважаемые пользователи! Знаменитая фраза Цицерона «О времена, о нравы» как нельзя лучше отражает нашу современную действительность. Ведь порой в ней царят власть, деньги, коррупция. Задумывались ли вы, почему это происходит в нашей стране, которую все мы любим, и хотим, чтобы она процветала? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с руководителем отдела внутренней политики акимата Карбулакского района Жейдальным Азаматом Нурлановичем. Азамат Нурланович, салямат сюда. Мы благодарим вас за то, что вы согласились принять участие в нашем интервью. И прежде чем начать, хотелось бы задать вам такой вопрос. Как вы охарактеризовали бы в нескольких словах образ современного госслужащего? Здравствуйте, спасибо за приглашение. Сразу же отвечая на ваш вопрос, скажу, что образ современного госслужащего, в моем понимании, это, во-первых, коммуникативность, во-вторых, это образованный человек, который может разбираться в нынешних перипетиях законодательства, который может направить человека, помочь ему в какое-то решение какого-либо вопроса или проблемы. Вот эти два основных слова, по моему мнению. Да, действительно, меняется время, но образ современного госслужащего тоже меняется, как вы сказали, да, и остается, мне кажется, самым таким неизменным – это коррупция. И в связи с этим скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, нужно ли изучать то, как исторически менялось понятие коррупции? В целом, мне кажется, историю нужно изучать. Есть такое хорошее высказывание: кто не знает своего прошлого, тот не сможет построить свое будущее. Основываясь на этом изречении, изучение вообще в целом развитие вот этих коррупционных рисков, это нужно будет для нас, для государственных служащих и вообще для нас в целом общества, потому что мы можем на основании этого делать анализ, делать выводы, может быть, вносить в нашу систему государственной службы какие-то изменения, которые как раз таки повлияют на то, чтобы снизить коррупционные риски. Как-то так. Однозначно, нужно учиться на ошибках прошлого, чтобы не совершать их в будущем. И исходя из этого, каким, на ваш взгляд, должно быть антикоррупционное просвещение? Кто, кому, что должен о коррупции рассказывать, учить, возможно? На мой взгляд, это должно быть у нас пропаганда вообще антикоррупционная, должна быть массовая, в том числе это должны, в первую очередь, это мы, конечно, государственные служащие. Во-вторых, это должно быть проводиться со школьной скамьи, в школе, то есть во всех средствах массовых информациях, на билбордах, в печатных СМИ. То есть если мы об этом будем говорить, показывать на те упущения, показывать как раз таки негатив, который и все эти проблемы, которые возникают из-за коррупции, я думаю, что наше общество в скором времени поймет эти ошибки и скорректирует свой путь и станет более... в принципе, я это вижу уже. У меня есть опыт 15 лет в государственной службе, и я могу точно сказать, что на сегодняшний день наше общество более открытое, более, так скажем, менее, я так считаю, уже сейчас рисков коррупционных. Я думаю, что в будущем их вообще не будет. Да, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. И поэтому система противодействия коррупции должна быть разносторонней, с активным участием всех субъектов гражданского общества. Скажите, вот у нас в районе налажена ли такая система? Как мы сотрудничаем с субъектами гражданского общества? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. На сегодняшний день у нас в Казахстане очень идет большой подъем, я так сказал, развития гражданского общества. Площадки очень разные, это и общественные объединения. То есть гражданские общества, они выливаются и в общественные объединения, и в общественные фонды. Даже обыкновенная группа WhatsApp, сельская группа, где люди могут на этой площадке предложить что-то продать, где-то что-то, допустим,
с кем уехать, с кем приехать. Даже эту площадку мы рассматриваем как гражданское общественное объединение в группе такой. Потому что в этой группе мы можем также давать информацию разъяснительного рода. Мы в этой группе можем проводить информационную разъяснительную работу по любым вопросам религиозным, ну, по моей части, допустим, да, по каким-то другим. Вот. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что в рамках вообще продвижения инициативы президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по слышащему государству вот эти площадки на сегодняшний день развиваются, их становится больше. Я отмечу, что помимо средств массовой информации на сегодняшний день есть вот в нашем районе это личная страничка Акима района, есть страничка личная Акимата Карабалыкского района. Очень часто проводятся открытые двери, очень часто проводятся приемы на дорогах. Очень активно сейчас сама газета нашего района, они также проводят онлайн встречи с руководителями разных организаций. И вот на вот этих площадках каждый человек, каждый гражданин может задать его вопрос. И я считаю, что это полезно в первую очередь для нас, как для государства тоже, потому что мы видим, слышим, начинаем видеть, слышать запросы от общества. Ну и, во-первых, это, конечно же, полезно для всех людей, которые могут решить свой путь. Вот так я вижу гражданское общество. Мы надеемся, таких площадок будет больше, чтобы можно было общаться и наладить тесный контакт. Ну и теперь самый последний заключительный вопрос к вам. Скажите, можно ли быть успешным без коррупции? Однозначно, да. Можно, да? Да. Что же, Азамат Нурланович, мы еще раз вас благодарим за то, что вы уделили свое время, пришли к нам. Большое вам спасибо. До новых встреч. Спасибо. Коррупция – это улица с двусторонним движением. Если есть те, кто берет, то обязательно есть те, кто дает. Бороться необходимо на всех направлениях. Борьба с коррупцией – дело каждого. Прежде всего нужно начать с самого себя и от окружающих требовать устранения коррупционных проявлений. Чем быстрее мы будем реагировать на эти проявления, тем справедливее будет наказание. Возьмите себе на вооружение очень хороший девиз: «Будущее моей страны в моих руках».